эфире телеканала «Итоги дня», в студии Надежда Саханская. Здравствуйте, вот о чем расскажем вам сегодня. Голос муниципалитетов услышан. В Москве прошел форум «Малая Родина. Сила России». Состоялась и встреча с Владимиром Путиным. Республика на пути к креативному прорыву. Депутаты Илтумена обсудили будущее региона с корпорацией развития. Как никогда кстати. Вертолет Ми-8 вернулся в Маган после капитального ремонта. Его планируют задействовать в период паводка и на тушении пожаров. Мирнинская центральная районная больница продолжает укреплять кадровый состав благодаря программе «Земский доктор». Уже третий год в ней трудится врач-отоларинголог Ирин Чиндашиев. Театр кукол Республики в городе Нерюнгри выходит на новый уровень. Как изменится репертуар и какие сюрпризы ждут зрителей. В Москве подвели итоги Всероссийского форума «Малая Родина. Сила России». Ежегодное мероприятие, направленное на продвижение и развитие муниципальных образований страны. Форум объединил более 7 тысяч участников. Приехали главы муниципалитетов, округов, районов и регионов для обмена лучшими практиками. Прошла и встреча с Владимиром Путиным. О чем говорили на форуме, знает Айсена Бурнашова. Форум «Малая Родина. Сила России» – ежегодное мероприятие, проводимое по поручению президента страны Владимира Путина. Уважаемые коллеги, форум, а он проходит уже в третий раз, стал востребованной площадкой для обсуждения актуальных тем. И, конечно же, одно из приятных событий форума – чествование лучших представителей муниципалитетов, лауреатов и победителей премии «Служение». Из маленьких деревень и городов-миллионников на форум приехали более 7 тысяч участников из 89 регионов страны. Ваш труд находит отклик у людей. Главы разные, но связывает их одно – служение. Наша истинная цель – служение – это служить народу. Служение народу – самое главное – это цель. От разбитой дороги и уличного фонаря до переселения из аварийного жилья и нехватки мест в детском саду. А еще расчистка снега, вывоз мусора, благоустройство дворов, установка скамеек и многое другое. К главам муниципалитетов обращаются с самыми разными вопросами. В Якутии им порой приходится бороться не просто за качество жизни, за саму жизнь. Потому что когда при минус 50 происходит какая-то серьезная, не дай бог, авария, та же коммунальная авария и так далее, то счет идет у нас буквально на часы для того, чтобы вообще тот или иной поселок, то или иное село вообще оставалось на карте. И от того, как муниципалитеты сработают, как быстро, оперативно будут приняты те или иные решения, будет обеспечена жизнь людей. Опыт Якутии представили на губернаторской сессии. В регионе сохранена двухуровневая система самоуправления. Запущены программы подготовки управленческих кадров от молодежных проектов до программы «Якутия. Земля героев» для участников СВО. А еще гражданское общество развивается через прямое участие жителей в решении местных проблем. И у нас в Якутии, например, есть замечательные проекты, связанные с местными инициативами, когда население проводит сходы в малых населенных пунктах, голосуют за те или иные проекты, которые оно хотело бы у себя реализовать. И часть средств выделяется в виде грантов, часть средств люди сами собирают. И выделяют часть, например, выделяют те предприятия, которые работают на территории данного муниципалитета. Так, по программе поддержки местных инициатив в селе Чемейк Мегино-Кангаласского района появились новые социально значимые проекты. Что самое важное, выбранные самими жителями. Половина деревни подключили летнему водопроводу. В прошлом году уличное освещение сделали. А в этом году планируем утепление тепловой сети. Ключевые вопросы развития территорий, в том числе и инфраструктуры, взаимодействия с жителями и поддержки бойцов СВО, представителей муниципального сообщества, обсудили на личной встрече с Владимиром Путиным. Граждане напрямую принимают активное участие в определении целей и объектов реновации. Чрезвычайно важная вещь. Обязательно будет эта работа продолжена. Она у нас в рамках программы сейчас государственной проходит до 30-го года. Но уверен, что мы своевременно примем решение и будем эту программу продлять. В мероприятии принял участие глава Мегино-Кангаласского района Якутии Дмитрий Тихонов. Надеюсь, что это имеет значение и для вас, для меня точно имеет большое значение, потому что вы с людьми общаетесь напрямую. Еще один канал связи
с гражданами страны, он очень важен. Муниципальная власть это является такой властью, что самая ответственная зона, которая работает на земле с людьми и решает вопросы, которые сегодня ставят наши жители. Путин подчеркнул, работа на местах напрямую влияет на благополучие жителей и формирует прочный фундамент для процветания всей страны. Именно так, шаг за шагом, и строится сильное, процветающее государство. Сегодня в России работают 16 300 глав муниципальных образований. Для каждого из них служение – это работа рядом с людьми и ради людей. И вы действительно на своем посту действительно выполняете эту очень важную миссию служения не только малому или среднему, или большому муниципалитету, и людям, которые там живут, а служение всей стране. Потому что страна состоит из муниципалитетов и из людей, которым мы все служим. Айсена Барнашова, Виктор Олесов, Айтал Байтунов, Москва. В России активно прорабатываются меры по укреплению института семьи и улучшению условий для семей с детьми. Ключевые инициативы обсудили на конференции «Демографический перелом в России. Пути достижения». Участники мероприятия проанализируют эффективность действующих мер поддержки семей с детьми, чтобы усовершенствовать их и добиться лучших результатов. С приветственным словом к собравшимся обратилась председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Спикер подчеркнула, укрепление семьи и повышение качества жизни семей с детьми остается одним из главных национальных приоритетов. Работа уже идет. Эксперты приступили к обсуждению в рамках 4 профильных групп. Их общая цель – создать более комфортные условия для семей, популяризировать традиционные ценности и поддержать многодетность. По данным Росстата, к концу марта 2026 года задолженность по зарплате в России достигла 2 миллиардов 129 миллионов рублей. За месяц она выросла на 6%. Больше всего долгов скопилось в строительстве, обрабатывающей промышленности и добыче полезных ископаемых. При этом в образовании, гостиничном бизнесе и общепите задолженность почти нулевая, как и в сфере культуры и спорта. В целом долги перед сотрудниками есть менее чем у 1% работников крупных и средних организаций. Значительная часть невыплат тянется еще с 2025 года, а 26,2% накопилось уже в этом 2026. Долгий путь домой. Вертолет Ми-8 вернулся в Маган после капитального ремонта. На Омском заводе выполнили большой объем работ. Какой именно, узнаем в следующем сюжете. Спустя почти 1,5 года Ми-8 возвращается в родные пенаты. Железные птицы основательно почистили перышки, починили планер и двигатели, установили новый топливный бак. Обошлись работы аж в 40 миллионов рублей. Зато техника прослужит не один десяток лет. Вертолет 1991 года выпуска. Естественно, проходил капитальный ремонт после назначенных ресурсов. Ну и ресурс уже дополнительно дали 44 года. Великолепная восьмерка Василиса прекрасная, как только не называют Ми-8. Этот трудяга может все, поэтому используют его представители различных профессий – пожарные, спасатели, геологи. Хороша разработка советских инженеров и для пассажирских перевозок. В общем, эталон надежности и универсальности. Обновленная машина подоспела как никогда вовремя, в аккурат перед паводком и пожароопасным сезоном. Неприхотливый, но прочный аппарат облетит всю республику. Он будет служить для народа, для республики. Конечно, не только, как говорится, по чрезвычайным ситуациям, но и в обыденных делах и в жизнедеятельности республики. Любовно отзываются о восьмерке и техники, и пилоты. Убедиться в добротности было достаточно времени. После капитального ремонта экипаж перегонял вертолет из Омска до Магана 4 дня. Это самый надежный вертолет, самый эксплуатируемый во всем мире. И то, что я на нем летаю, мне приятно на нем работать. Лучшая машина в мире. Поводов для радости у авиаторов этой весной будет больше. В мае после ремонта в Магане ждут еще 2 Ми-8. Так что сказать... Все, от винта. Якутские пилоты смогут сотни раз. Эржена Гармаева, Иван Сорокаумов, Маган.
Депутаты Илтумена обсудили с корпорацией развития Якутии итоги работы и планы на будущее. Заседание прошло в креативном кластере «Квартал труда». Парламентарии заслушали отчет о деятельности корпорации за 23-25 годы и обратили внимание на важный момент. Организация пока недостаточно вовлечена в доработку новой стратегии социально-экономического развития республики до 2032 года, хотя должна играть в этом процессе одну из ключевых ролей. При этом успехи Якутии в развитии креативной экономики очевидны. Еще в 2019-м регион первым в России принял концепцию такого развития с опорой на кластеры, а в 2023-м эта модель получила высокую оценку на федеральном уровне. Ее представили президенту Владимиру Путину как пример для других регионов. Были заданы достаточно такие серьезные вопросы касаемо финансового положения корпорации развития, касаемо итогов деятельности за последние 3 года. Ну и, собственно, мною и моими коллегами были озвучены планы в соответствии со стратегией корпорации развития Республики Саха-Якутия. Ну и обозначены те проекты и инициативы, в которые мы сейчас привлекаем инвесторов. Ну и планируем дальнейшее сотрудничество в соответствии с нашей стратегией. Названы самые опасные районы по клещевому энцефалиту. В список вошли Алданский, Ленский, Нерюнгринский, Алекминский, Сунтарский и Хангаласский районы. Именно там выше всего риск столкнуться с зараженными клещами. А всего в России таких опасных регионов 49. Полный перечень есть на сайте Роспотребнадзора. Защититься поможет вакцинация. Первую прививку можно поставить в любой день, вторую через 1-5 месяцев. Первую ревакцинацию через год, затем повторять каждые 3-5 лет. Чтобы иммунитет успел сформироваться, завершить курс из 2 прививок нужно минимум за 2 недели до поездки в опасный район. Поэтому врачи советуют вакцинироваться заранее, осенью или ранней весной. Ежегодно Мирнинская центральная районная больница встречает новых специалистов, призванных сделать медицинское обслуживание еще лучше. Программа «Земский доктор» открывает двери для тех, кто готов посвятить себя служению людям. Уже 3-й год в Мирнинской ЦРБ по программе «Земский доктор» работает врач-отоларинголог Ринчин Дашиев. Подробности далее. Ринчин Дашиев, когда ехал в столицу Алмазного края, знал, что в Мирнинском районе есть потребность во многих специалистах. Придя в Мирнинскую центральную районную больницу, увидел и огромный потенциал. Возможность помогать людям здесь, на месте, не отправляя их далеко. Я приехал сюда по приглашению поучаствовать в программе «Земский доктор». Поддержка была как от Минздрава Республики Саха-Якутия, от администрации Мирнинского района и акционерной компании «Алроса». Ну, вообще, вот эта программа, да, она очень хорошая в плане того, что подъема, начала, развития самого врача облегчивают жизнь на начальных этапах. Потому что все равно на начальных этапах врач, он финансово не подкреплен никак, соответственно, благодаря этой программе можно сказать, что это очень большой бонус и плюс. Благодаря доктору Дашиеву сегодня в Мирнинской центральной районной больнице теперь проводятся сложные операции, связанные с отоларингологией. То, что раньше требовало поездок в другие города, теперь доступно жителям Алмазного края. Это значит меньше ожидания, меньше стресса и больше шансов на успешное выздоровление. Проводятся высокотехнологические эндоскопические операции на органе в полости носа. Это септопластика, полипотомии делаем, аденоидэктомии и различные наобразования. Также проводятся у нас различные манипуляции на органы уха. Впервые мы здесь провели за долгое время антромастоидотомию пациенту с жизнеугрожающим состоянием. Усиление кадрового потенциала Мирнинской центральной районной больницы – это не просто цифры. Это новые профессионалы, которые привносят свежий взгляд и энергию. Это залог того, что качественная медицинская помощь станет еще доступнее для каждого жителя. Однако, несмотря на эти успехи, больница по-прежнему остро нуждается в участковых терапевтах, реаниматологах и неврологах. Привлечение таких специалистов остается актуальной задачей для будущего здравоохранения Мирнинского района. Анна Васильева, Мирный. Деменция, знания, поддержка действия. В Якутске прошла конференция, посвященная проблеме, которая затрагивает миллионы людей по всему миру. Мероприятие проходит в рамках социального проекта «Долгожитие», направлено на повышение осведомленности о когнитивных нарушениях и поддержку семей, столкнувшихся с проблемами памяти у близких. Подробности в сюжете Виктории Готовцевой.
Елена Петровна давно разменяла 8-й десяток, но благодаря активному образу жизни и оптимизму остается энергичной и жизнерадостной. Я хочу себя со всех сторон развивать. Я хожу в школу 3-го возраста, там я занимаюсь живописью, еще в литературном кружке занимаюсь. Там мы пишем стихи, встречаемся с авторами. В общем, там очень интересно тоже. И общаемся, самое главное. Общение – это самая главная роскошь, я так думаю. Общение с близкими, участие в общественной жизни и хобби уменьшают риск депрессии, которая может вызвать симптомы деменции, считают специалисты. А своевременная диагностика позволяет начать лечение на ранних стадиях, чтобы замедлить прогрессирование болезни и сохранить когнитивные функции. Если деменция случилась, полностью излечить его, это необратимый процесс, но тем не менее его лечить нужно, чтобы остановить прогрессирование заболевания и удлинить качество жизни человека, страдающего деменцией. К нам периодически родственники приводят своих родителей, когда они не знают, что с ними делать, когда человек дома теряется, испытывает сильную тревогу, беспокойство или депрессия. Когда человек замыкается в себе, перестает общаться, не кушает. Сегодня конференция объединила врачей-практиков и специалистов социальной сферы. Для участников провели мастер-классы и лекции, как своевременно распознать тревожные сигналы деменции, оценить состояние человека и выстроить грамотный уход. По данным статистики, в 2024 году болезнью Альцгеймера на учете у врачей состоят 110 человек, но на самом деле, как предполагают ученые и наши врачи, их количество пациентов намного больше, от 4 до 8 тысяч в республике. Это свидетельствует о том, что идет очень большая гиподиагностика деменции, когнитивных нарушений. Питаться сбалансированно, уделять время как физической активности, так и умственным упражнениям. Казалось бы, простые советы, но именно активная профилактика – это залог здорового долголетия. Виктория Готовцева, Джулстан Иннокентьев, Якутск. Лучшего ветеринарного фельдшера Якутии определят в рамках регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии». Участие принимают 7 действующих ветеринарных врачей из Нюрбинского, Чурапчинского, Мегино-Кангаласского, Амгинского районов и города Якутска. Подробности далее. На площадке лучшие представители своей профессии – ветеринарные фельдшеры из разных районов Якутии. Каждый из них уже доказал свой высокий уровень мастерства, а теперь им предстоит побороться за звание лучшего в республике. На работе предложили, и я думаю, дай попробую свои эти возможности, попробовать. И получение опыта, наверное, да? Как-то познакомиться с другими конкурсантами, узнать, как они работают, поделиться своим, может быть, опытом. А сложно ли лечить, работать с животными, потому что они же не говорят? Смотря какой пациент. Есть, которые спокойные, есть очень агрессивные. У каждого свои приемы и клиника. Перед участниками предстоит несколько сложных испытаний для ветеринарных фельдшеров. Это и проверка теоретических знаний, и, конечно же, практических. И вот один из них – это вот такой вот кроля. Его они должны, конечно же, вылечить, потому что наши участники, они все ветеринарные фельдшеры. Каждый врач должен уметь наложить швы хирургические, да? Поэтому там тоже они должны демонстрировать свое мастерство. То есть дается им задание, они выбирают то, что по билетам, скажем, да, и они должны тоже нам полностью демонстрировать свои мастерство. Да? И аналогично тоже повязки, тоже алгоритм действий при оказании, например, при ранах, при абсцессах, да, что там у них попадется, они должны разъяснить нам. Организаторы подчеркивают, проведение таких конкурсов – это не просто выявление сильнейших, это системная работа по повышению престижа рабочих профессий и развитию кадрового потенциала республики. В прошлом году наша республика заняла первое место в номинации «Второй старт», и наш горнорабочий Алексей Тиньшан получил 1 миллион рублей, ну и, конечно, признание в своей профессии. Поэтому
Поэтому мы точно уверены, что в нашей республике есть действительно высококвалифицированные профессионалы в своем деле, которые достойно представят нас и на этом конкурсе. По итогам регионального этапа будет определен победитель, который представит Якутию на всероссийском этапе. Он пройдет в июле в Республике Мордовия. Даяна Федорова, Станислав Потапов, Якутск. В России стартует гранд-финал конкурса «Моя профессия IT». Финальный этап собрал более 300 сильнейших участников со всей страны. Якутию же представят 15 команд. Этот сезон посвящен развитию технологического суверенитета страны. Участники могли выбрать профессиональное направление, попробовать себя в различных ролях и решать практические задачи, связанные с развитием отечественного программного обеспечения. Гранд-финал выступает драйвером формирования профессий будущего в сфере информационных технологий и является одним из самых масштабных мероприятий такого рода в России. В этом году мы расширили географию. Были проведены региональные отборочные очные хакатоны в новых регионах в Луганске, Донецкой Народной Республиках, а также Запорожской и Херсонских областях. В конкурс входит перечень мероприятий Министерства просвещения Российской Федерации. Благодаря этому участники и призеры гранд-финала могут получить дополнительные баллы при поступлении в лучшие вузы страны. И в этом году мы запускаем новый проект «Импит Карьера», который позволяет молодым ребятам пройти образовательную программу и трудоустроиться в IT-компаниях. 15 мая в 9 часов утра стартует прием заявлений в организации отдыха и оздоровления детей по всей Якутии. К началу кампании представители соответствующих организаций и ведомств провели открытое родительское собрание. В ходе мероприятия специалисты разъяснили порядок действий, рассказали о ходе приема заявлений и о том, какие лагеря в этом году начнут свою работу. Из существенных изменений – введение квотирования мест в учреждениях для детей по инклюзивной программе. Всего же летним отдыхом и оздоровлением будут охвачены порядка 128 тысяч ребят. В галерее Art Team открылась первая персональная выставка художника-графика Николая Григорьева. Свой путь он начинал с уличных граффити, а сегодня член Союза художников России и автор многих известных муралов в республике. В экспозиции представлено около 60 работ, в которую вошла традиционная печатная графика, это афорт на металле и ксилография. Процесс создания ручных оттисков долгий. На 3 работы на металле у художника уходит около месяца. Помимо классических техник, в зале можно увидеть и современные направления – компьютерную графику и авторскую анимацию. Познакомиться с многогранным творчеством Николая можно будет до середины мая. К примеру, если взять, например, вот сзади меня стоит работа, это выполнены в технике афорта. Они выполняются, например, сначала на металле. Если вы можете посмотреть здесь на витрине, я выставил печатные свои формы. Где-то 3 работы я делаю где-то месяц. И, к сожалению, конечно, нет у меня возможности здесь в Якутске работать, в республике. И я часто работаю в Москве. Театр кукол республики, расположенный в городе Нерюнгри, гармонично развивается сразу в 2 направлениях – техническом и творческом. Театр приобрел новое оборудование на сумму более 5 миллионов рублей. Подробности далее. В рамках реализации проекта «Культура малой Родины» партии «Единая Россия» театр кукол в городе Нерюнгри оснащен новым комплектом светового, звукового оборудования и другими современными сценическими приборами. Благодаря программе мы приобрели замечательные радиосистемы Shure SLXD. Вот, целых 8 каналов с таким замечательным сплиттером и 2 антеннами. То есть у нас теперь вообще нет никаких прерываний радиосигнала. Бодипаки так называемые. Такие есть замечательные микрофоны высшего класса. Теперь у нас звучание на высоте. Микшерный цифровой пульт также мы приобрели с новыми протоколами цифровыми. Техническое переоснащение создает ту особую атмосферу, которая вдохновляет актеров на новые свершения и дарит зрителям эффект полного погружения в спектакль. Новое оснащение, безусловно, выводит качество постановок на существенно высокий уровень, создает необходимую для актеров и зрителей атмосферу. Наш театр искренне благодарит «Единую Россию» за прекрасный проект, который помогает нам становиться лучше в профессиональном плане и ближе к нашим юным зрителям. Кроме того, театр направил субсидии от проекта «Культура малой Родины» в размере около 2 миллионов рублей на постановку 3 спектаклей и техническое оснащение театра. Планируется у нас детский спектакль «Три поросенка».
знаменитая сказка, но она будет немножко в таком новом прочтении, должно быть интересно. Планируется еще у нас в октябре спектакль для взрослых, комедия. Помимо этого, конечно, наш новогодний спектакль планируем мы по щучьему велению сказку. Творческие планы коллектива выходят далеко за пределы родных стен. Впереди у театра насыщенный график гастролей. Сегодня Нерюнгринский театр кукол – это пример того, как государственная поддержка и творческая энергия коллектива создают качественный продукт, интересный как местному зрителю, так и широкой аудитории всей страны. Екатерина Павлова, Захар Головин, Нерюнгри. Якутия – лучший спортивный регион России. На церемонии вручения Всероссийской премии «Спорт Facilities», прошедшей вчера в Государственном музее спорта, республика одержала победу в ключевой номинации. Экспертное жюри, среди конкурентов которого были Омская, Рязанская, Кемеровская области, Татарстан и Камчатский край, высоко оценило комплексный подход Якутии к развитию спорта. Статуэтку и диплом вручили министру по физической культуре и спорту Леониду Спиридонову. Он поблагодарил руководство республики во главе с Айсеном Николаевым и подчеркнул, главная задача – сделать современную спортивную инфраструктуру доступной для жителей даже самых отдаленных районов. К этому часу все. Таким увидели этот день наши корреспонденты. До встречи в эфире.